Обалденный вкус леса. Запах пихты там, этих трав всяких. Вон какие пихтачи. Ниже по течению там по этой тропинке сходим. Там луг тоже. Так. Здесь река течет. Избушка соседняя на том берегу. Тоже ремонт в этом году сделали. Верхние венцы поменяли. Даже лодку они тут оставили. Ага. Ну как и везде вон. Как и у меня тоже. Ну, только борта повыше и все. Длина в принципе одинаковая. А, туланчик. Ах, тебе да. Давай, иди гуляй. Ох, ох, ох. Тоже еще оставлено. Вон. Такие сосны уже на середине поля. Гиблое дело, в общем, ребята. Стога вон там. Колья стоят. Гниют. Еще, наверное, годик и сейчас свалится тоже в колья. День хороший, отличный. Настроение тоже пока отличное. Гуляем. Только травы. В этом году травы очень много. Бывают там засушливые, ну или дождя нету. А дожди у нас перед тем, как тепло пошло, дожди были, и травы сейчас очень много. Так, надо бы спуститься где. Вон, смотрите, здесь вот новый подсад, вот береза, этот сорняк выходит и... Ты смотри, сосны-то, сосны. Сосны пошли, никаких не надо сажать ничего. Сама природа сажает. Сама природа сажает. Давай, погоняй зайчишек. Это зайчишки тут должны быть. Прячутся. Вот такой пляж. Вот отсюда и закинем несколько донок. Здесь глубоко. Так, следы. Это следы с прошлого похода. А у Айды тут следы. Так, сын у меня здесь возле берега навстречу идет. Там вот смотрите, трава и спиннингует. Пусть спиннингует. А мы здесь... Так, здесь фидером. За прошлом году, наверное, сидел, рыбачил. Здесь, ребята, очень хороший клев. Очень хороший клев. Но я не знаю, почему здесь, наверное, дно илистое. И рыба, которую здесь ловим, здесь пахнет илом. Илом пахнет. Наверное, где-то кормятся. И запах ила идет. Так, смотрите, какая береза тут свалилась. Серьезно береза. И проход такой, ну где-то метр 20 тоже, метр 30, наверное. Такой коридорчик. Пока никто не рубит, пока проезжают, буксуют, но можно проехать. С того берега упала, и вон береза шла до этого берега. Вот такая ширина здесь речки. Не знаю, сколько метров. На метра 25, наверное, от силы. Но здесь глубоко. Вот здесь я закину несколько донок. Если здесь я закину, здесь проезжают на моторке, блин, тоже может чуть-чуть повыше или надо думать, куда-то закинем. Пока этим буду заниматься. Вот мои следы, хожу, не замечаю, но тут даже следы детские. Ну, где-то размер 36, наверное. Босыми ногами тут ходили. Наверное, может, купались или с лодкой там они высаживались, где-то что-то ходили по песку и обратно сели и дальше поехали. О, резвится. Резвится план. Хорошо ему.
Но если я здесь закину, вот смотрите, вон следы, не знаю, видно, нет, следы от винта. Если здесь я закину, винтом порвет мою ой, блин, мою леску. Тоже фигово. Ну, 100% здесь рыба хорошая, здесь сидит. Вот такая, ну, наверное, чуть повыше придется. Повыше и здесь глубоко. Здесь глубина где-то 4 метра, наверное. Яма хорошая. Тоже торфяное место. Вот. Такой слой. Черная земля, торф. Так, ладно. Вот здесь и закинул. Поймаловод. Много раз уже заходил в воду, но глубоко не заходит. Потихоньку привыкает. Жужжит вот. Жужжит. Пусть привыкает. Закинул одну донку уже там. Вон стоит вторая донка. Здесь и вторую закину. И, наверное, чуть ниже пойду. Где-то покидаю, пока здесь нормально. Ну, хотел возле березы, но там моторные лодки ходят. Тачен лакуйди. Вот. Нельзя сюда. Так пугаю. Я не бью, а вот такой иву сорвал, и чтоб знал, что такое. А? Ты смотри. Ух. Ругается, эй. Ругается. Хулиганить охота ему. Хулиганить. А? Тулан. Смотри у меня. Нельзя. Не мешайся, мне надо закидывать. Да. Закинул 3 донки. Одну под березу. Так. Где-то вон там, наверное, вот этот кустик, который стоит. И выше там 2 штуки. И сейчас уже спускаюсь пониже. Тоже место ищу, вот. Где бы еще закинуть. Здесь до середины реки, как я вижу, песок. Тулан куда-то ушел. Оставил меня. Так, ну. Наверное, вот где-то здесь еще пару штук закину, и пока хватит. А дальше там уже пониже, там мелководье. А на повороте опять глубина. Ну, там очень глубоко. Ну, здесь еще закину. Тут хорошие места тоже, но так коряк, конечно, тут очень много. Не знаю, что получится. Так. Ну да, вот тут. Вот здесь, наверное, 2 штуки. Закину здесь. Там мусор. И здесь ниже. Ну да, здесь глубоко. Но, блин, я думаю, здесь я донку оставлю. Потому что здесь очень много коряга. Глубина. Ага, да. А там уже, где вот указательный палец мы, там уже начинается мелководье. Ну, как мелководье, там хариус обычно стоят, щуки на кормежку тоже с того поворота поднимаются. Так, ладно, здесь закинем. Все-таки, ребята, вот я прошел от березы, там буквально 100, так, ну, 200 метров. И вот следы медвежьи возле избушки. Все-таки ходит он еще. Но не такой большой. Смотрите, с моей ладони. А возле верхней избушки там вообще он такой монстр. Ну это так себе. Не знаю, сколько там, год-два, может, ему. Мелкий. Вон спустился. Он отсюда. Вот. Такие небольшие шаги у него. Спустился и перешел вон на тот берег. Здесь тоже отчетливо видно. Вон. Угу. Ну не привыкать. Я думал, я еще в этом году не видел следов. И никто еще не говорил
про него. Но оказывается он есть. Тула! Вон идет. Тула! Вот следы. Вот медведь здесь прошел. Тулан. Вот. Это начало сезона охотничьего. Начинается. Но вот запаха не слышно. Не слышать, значит не свежий. А где мой старший? Показать хотел. Он куда-то ушел. Где-то там внизу спиннингует. Еще одна донка остается здесь. Я закину и все. Вот так заходит. Но пока не решается в глубину зайти. А? Давай иди, переходи. Вот, купается. Короче, медведи везде. Везде. И там это у Тулана следы или что там. Вот она собака ходила там. Это человек тут ходил. Человек, вот в прошлый раз я здесь на лодке тоже спускался до того поворота. А медвежьих следов не было. Значит, сейчас вот в эти дни он ходил. Дождя не было, ничего не было, следы свежие. Но интересно, вот как-то сразу какой-то адреналин. Воспоминания с какими-то встречей с медведя. Но небольшой. Год или два максимум ему. Последние две донка осталось. Все запуталось, ребята, у меня. Не могу разобраться с этой паутиной, блин. Вот так я грузила, гайка на 24 или сколько-то. Тулан лежит, блин. Нельзя. И многие сейчас в комментариях мне тоже писали, что на донках у меня крупные крючки. Ну, спорить не буду, ребят, но я и не на такие крючки ловил, и на больше крупнее этих тройников ставил. И хорошо ловится, потому что у рыбы там, когда он заглатывает, у него рот, пасть там не узкая, все глотают. Лишь было. Ох, там плещется окушок. На том берегу. А? Ну давай, залезай в воду. Залезай. Для язей это нормально. Но лещей у нас практически нету. Может для них и чуть-чуть этот большой. Ну-ка уйди! Игривый такой, играется молодой парнишка. Но он куда-то вот сходил за сыном, а все равно пришел, не оставил. Я думал, все, с ними будет ходить. А! Хулиганите. Тула. Что-то копает, ищет. Нюхтит. Что там нашел, какое золото ищет. А, Тулан, мы на корчам. А, ему интересно, когда он как песок сыпется там. Ему интересно каждый шорох. Все интересно. О, очищает реку от мусора. Давай, тащи. Тащи. Тула, тащи. Вон донка стоит, молчит. Все, закинули 5 донок. Пойдем домой. А здесь я оставлю этот пакет. На обратном пути отсюда буду собирать. Так, где там что гнездо? Прикроем.
Ну да, не мелкий, а и мелкий-то есть. Вон шаги между этими, как сказать, между лапами где-то сантиметров 70, наверное. Вот так где-то. Но если вот, скажем, тело, ну, не крупный, мелкий пошли. Нашел корягу. Вот молодец. Давай. Давай работай. До избы. Иди тащи до избы. Печку будем топить. Давай, молодец. Ну нахрен же это бесплатное дело. Буду еще корячиться. Так, это второй у нас. И там еще выше 3. Пускай ловит. За целый день может кто и попадется. Так, немножко поглубже. Еще здесь отметим, чтобы не забыть, где у нас стоят донки. Вот так вот. Думаю, любой рыбак, кто смотрит на это место сейчас, понимая, что здесь, если посидеть с прикормкой, с удочкой, можно наловить. Здесь плотва, ельцы должны стоять под этой березой. А осенью уже здесь будем на блесну, это зимнюю, ловить окушков. Здесь будут они собираться на глубине. 3-я донка, 4-я и 5-я. 5 штук. Можно запросто перейти по этому бревну на тот берег. Здесь глубина, наверное, ну, скажем, от силы 20 сантиметров вот тут. А там уже ствол дерева. По сучьям, по стволу, и можно перейти на тот берег. Вот так. Мы тут также убираем все это дело. Здесь лодки бегают и могут зацепить леску винтом. Вот непривычно, да. Ужас, непривычно, да. Кузьма, так, как ты куда? Peter, Pavel, Šečery, Gurisy, Posnice, Konite, Jakušky, Mujomčet. Непривычно, да. Где в шале? О! Мусор там. Ударчик вроде, или что там было-то? Бревно. Китайская блесна. О. Хорошо крутится тоже. Но тут мелко. Да. Может, в тени надо рыбачить, фиг знает, что-то. На другом берегу тоже трава хорошая. Но там глубоко. Лола. Неудобно. Сейчас пойдут комментарии: не умеешь крутить, не такая блесна, еще какая-то удочка кривая. Все это влияет. А раньше на обычную палку блесну из ложки делали, кидали, и рыба ловила.
купаются. А сейчас вон какие красивые блесны. Если рыбы нету, откуда может клевать? Бегом надо на Енисей. Там уже точно клюнет. Да, тут сейчас от жары рыба вся в коряге, под корягой где-то. Но вроде крутится нормально. Ну как. Ну смотри, как крутится. О, смотри. Работает бешено даже как. Может наоборот надо потемнее блесны подобрать. Отлично работает вон. Щука должна увидеть там. Хорошая блесна. Стоит копейки. Крутится хорошо. Нафиг нам переплачивать за 300 рублей мепсы брать. Один фиг, тут рыб нету. Или выше надо, на верховье подниматься. Там, наверное, вообще река прохладнее и рыба, наверное, там вся рыба. Осенью будет также спускаться с верховья. Подождем осени, порыбачим еще. Всего наловим. И окушков, и щук, и главное яйцов. И мне очень нравится елец. Вот такая блесна. Номер 4. Производитель Чинчунчань, Китай. Так, Гарман. Гарман и самый. А, Германия? Да. Герман. Германский хуйня такая, что ли? Все равно в Китае делает. Вот такая. Такие мы рыбаки, ребята. Все, ребята, возвращаемся на избушку. Будем заниматься печкой. Ты дальше рыбачишь, а мы с Туланом занимаемся печкой, ремонтом. На крышу надо, там вообще ремонт глобальный, думаю, будет. Так, через кусты надо подняться.